Здравствуйте! Сегодня республика масштабно отпраздновала 135-летие со дня рождения великого сына татарского народа, поэта Габдуллы Тукая, и День родного языка. Зрители нашего телеканала могли стать участниками крупных торжеств. ТНВ вел прямые трансляции. И сейчас мы готовы подытожить события этого насыщенного дня. Кульминацией стала церемония вручения государственной премии имени Габдуллы Тукая. Она прошла в Оперном театре Казани и завершилась буквально полчаса назад. Высокую награду лауреаты получили из рук президента Рустама Минниханова. Как это было, расскажет и покажет Алия Хайрутдинова. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Строчки из песни «Ветер перемен». Так в этом году и церемония вручения государственной премии имени Габдуллы Тукая возвращается в родные пенаты. В прошлый пандемийный год мы были вынуждены аплодировать лауреатам, наблюдая за ними с голубых экранов или онлайн. В этом году мы приветствуем их в Оперном театре. Приветствует их и президент. Шын көңілден құттықтайм, әмбәңізге де есенлік саулық. Барыбызда шушы матур бинада жиылып, шушы бәйрәмне матур итеп үткәрергә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Зал встречает художника и дизайнера Григория Эйдинова. Сегодня на вершину Олимпа своего творчества он поднимается за создание графических серий «Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки», «Тайны казанские» и художественное оформление книги «Татарский мир». Пока позволяют условия, пока есть возможность, нужно создавать новые произведения и двигаться дальше. Легкой и уверенной походкой на сцену в родную стезю поднимается Дания Нуруллина. Народная артистка Татарстана, заслуженная России, больше 50 лет воплощает на сцене Камаловского театра неповторимые яркие женские образы. Марфуга в голубой шале, Сажида в казанском полотенце, Юлдус в спектакле перед свадьбой, Гарпине в затях Гергери. Я думаю, не только мой труд, это труд нашего дорогого коллектива Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. За роман-трилогию «Заблудившийся рассвет» и повесть «Гульджихан» премию Тукая вручают Факилу Сафину. Судьба заставляла его встать и за слесарный станок, и собирать запчасти для КамАЗа, и работать журналистом. Я должен еще упорно работать, еще что-то писать для народа. Церемония вручения премии имени Габдуллы Тукая в этом году особенная, проходит в год родных языков. Своего рода мажорный итог для тех, кого уже признали лауреатами, и некий стимул для тех, кого народное признание еще только ждет. И для всех сегодня подарок – мюзикл «Алтын Казан». Алия Хайрутдинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это, пожалуй, было главным событием праздничного дня. Сейчас о том, как он начинался. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ранним утром возложили цветы к памятнику Тукаю в Казани. К ним присоединились руководитель аппарата президента Азгат Сафаров, мэр Ильсур Метшин, заместитель председателя Госсовета Республики Татьяна Ларионова. В церемонии также участвовали представители общественности, деятели культуры, депутаты. В то же время цветы несли десятки казанцев и гостей города. После возложения руководители пообщались с жителями и сделали памятное фото. На этих кадрах эмоции этого дня. Казанцы и гости традиционно с особым настроением приходят к памятнику, подолгу общаются. Одним из главных центров празднования юбилея Габдуллы Тукая стало село Новый Кырлай Арского района, где прошло детство поэта. Здесь же расположен мемориальный комплекс. И сегодня здесь состоялась знаковая встреча Рустама Минниханова с татарской интеллигенцией. Разговор получился богатым на предложения. Среди них создание детского театра, центра художественного перевода и звукозаписывающей студии. Президент республики поддержал все инициативы. О чем еще говорили и как Тукай стал участником беседы, расскажет Салават Мухмадуллин. Сегодня в Кырлае настоящая сказка. Президента встречает маленький Алуш. Так звали Габдуллу Тукая в детстве. Здесь целое театрализованное представление. Кырлай 19 века. Рустам Минниханов подыграл артиста. Праздник развернулся у подножья Габдуллы Тукая.
Сегодня в Кырлае и последователи Тукая, татарская интеллигенция. За круглым столом с президентом писатели, композиторы, театралы и общественники. Первое предложение от Ркаила Зайдуллы – создать центр переводов. Тукай еще не переведен на восточные языки. Хотелось бы выпустить его самые знаменитые стихи. Не только его, но есть и много татарских классиков и современных писателей, которых нужно вывести на мировую арену. Второй вопрос и тоже предложение. На базе театра Габдуллы Кариева создать детскую театральную студию. Для нее есть даже здание. Правда, оно требует ремонта. На балансе нашего театра есть красивое здание, но оно в плачевном состоянии. Требуется реконструкция. Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение проработать вопрос Министерством молодежи и культуры. Здесь же в ходе беседы выяснилось, театру кукол Экият, который переехал в новое здание 8 лет назад, уже требуется ремонт. Встреча в день рождения Тукая получилась богатой на инициативы. Рустам Минниханов все идеи поддержал. Не обошлось и без шуток. Хотелось бы построить аллею и установить там бюсты знаменитых творческих личностей. Наш президент выслушал мнение всех и молодых, и не только, и дал поручение. Мне кажется, на сегодняшний день может повлиять на какое-то там ближайшее, может даже не ближайшее будущее. Я встрече доволен, диалог всегда это очень важно. И мой вопрос о том, что нет записи, сейчас не ведется записи ни нашего наследия национального, ни современных композиторов. И мне кажется, меня услышали. Встречное предложение от президента – активнее работать с татарами, проживающими за пределами республики. Символично, что встреча проходила в музейном комплексе имени Габдуллы Тукая. И в это можно не поверить, но именинник сегодня тоже принимал участие в беседе. Ведь Тукай, татарский язык и культура неделимы. Салават Ухмадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Великие строки великого поэта сегодня читали по всей республике. Тысячи любителей творчества Тукая со всех уголков страны собрались сначала в селе Новый Кырлаерского района, потом в Казани. Праздник национальной поэзии получился как никогда масштабным. Палитру дня увидели Рамиль Галиуллин и Вероника Гайнутдинова. Кажется, что сегодня Тукай не просто цитирует, его словами говорят. Музейный комплекс стал огромной творческой площадкой. Хотя произведения Тукая написаны больше века назад, но когда их читаешь, ощущение, будто строки написаны только вчера. Они до сих пор находят отклик в наших сердцах. Каждый из пришедших может наизусть процитировать строчки Тукая. В день крупного юбилея здесь почитатели со всей страны. Мы с первого класса уже начинаем изучать и тугантель, и матуртель, даже в Европе вот этот праздник отмечают, а не говоря уже о России. А в России, даже если брать, мы татары, вторая нация в России, да? Значит, во всех наших республиках этот праздник отмечается. Так праздник поэзии прошел в поселке Новый Кырлай. Ну а под какие строчки Тукая его отметили в Казани, давайте узнаем у моей коллеги Вероники Гайнутдиновой. Вероника, пожалуйста, тебе слово. Рамиль, спасибо. Поэтический праздник в Казани продолжился на Театральной улице. По традиции, в самом центре Казани звучат стихи Тукая. Любимые строки любимого поэта. Наизусть здесь знает каждый. У памятника поэту перед оперным театром вся творческая интеллигенция, общественные деятели, поэты, писатели, те, кто сегодня вдохновляется и продолжает его дело. Тукай для нас имя это священное, мы всегда опираемся на него. Тукай это гениальный
человек татарского народа. Поэт с непростой судьбой оставил большой след в истории. Кто читал его хоть раз, равнодушным не остается. Сегодня с самого утра по всей России, в Турции, Казахстане всюду читают стихи Тукая. Несут цветы к его памятникам, вспоминают великого поэта. Для всех татар мира сегодня один из самых важных праздников. Габдулла Тукай, маяк татарского народа, говорит сегодня каждый. И каждый признается: Тукай в самом сердце. Вероника Гайнудинова, Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов. ТНВ, Арский район, Казань. Цветы на могилы Габдуллы Тукая и Хусаина Ямашева сегодня по традиции возложили члены Союза журналистов Татарстана. Два друга, поэт и журналист, покоятся рядом на Новотатарском кладбище. Ямашев оказал на Тукая огромное духовное и идейное влияние. «Я у него многому научился», – писал Тукай. Ямашев ушел из жизни на год раньше. Поэт тяжело перенес утрату друга, посвятил ему свое стихотворение «Светлой памяти Хусаина». В республике в 1971 году была учреждена премия имени Ямашева, которую отменили после распада Советского Союза. Ее удостоены 63 журналиста. Тукай – это наше все. Не зря об этом так говорит Эмин Тимир Шарипович, потому что он и основоположник татарской литературы, современной татарской литературы. Он очень правильно и очень верно обозначил и проблемы, и величие татарского народа. Тукай – это наш маяк, который показывает нам, куда идти, и позволяет, чтобы мы не забывали родной язык, родную культуру. Тукай и Ямашев, они были, у них жизненные позиции были одинаковые, и они боролись за то, чтобы татарский народ, татарские люди жили лучше. В XIX веке Габдуллой детей называли чуть ли не в каждой семье. Популярным имя остается до сих пор. За последние десятилетия в Татарстане родились 58 мальчиков по имени Габдулла. А носители великой фамилии Тукай встречаются по всему миру. Один из ярких примеров – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-казахски или Тукаев по-татарски. Как имя влияет на человека и на его жизнь, спросила Наталья Мезина. Разговорчив и молчалив, весел и подавлен, мудр, как много повидавший старик, и наивен, как ребенок. О Габдулле Тукае мы знаем только по воспоминаниям современников, но встретиться с татарским гением слова в жизни, наверное, мечтает каждый из нас. Габдулла, давай вот это прочитаем. Давай. Свои Габдуллы и Тукая в Татарстане есть и сегодня. Не родственники, тезки. Знакомьтесь, Габдулла Ахметов в свои 11 играет на баяне, занимается плаванием и любит математику. Стихи не пишет, но не раз перечитывал тукаевские «Шурале» и «Водяную». Гордость, и очень рад, то, что мне родители дали имя такого хорошего, великого татарского поэта. Назвать сына Габдуллой настояла мама. Оказывается, в их роду Габдуллой звали прадедушку. А творчество великого Тукая в семье никогда не пылится на книжной полке. Да, мы в детстве, я очень любила этого поэта. Вообще люблю татарскую литературу. Много читаю, я ребенку много читала в детстве сказки Тукая. Мы вообще любим татарские сказки. Стараемся привить ему любовь к литературе. Носитель громкой фамилии Марс Тукаев, представитель Всемирного конгресса татар. Уроженец Агрызского района рассказывает, у его дедушки было 25 детей. Прямых родственников с татарским поэтом нет, но в большой семье каждый считает себя потомком великого Тукая. Каждый татарин чувствует себя родственником Тукая. Он родная личность, поэтому каждый из нас считает себя его потомком. А вот у Ранура Аухадиева два имени. Как-то мы учили пословицы и стихи, и я выучил произведение «Мой брат». Это я сейчас знаю, что его написал Ильдар Юзеев. Тогда не знал. Настало время, я начал его рассказывать, и меня начали спрашивать, а кто это написал? Я без зазрения совести отвечал «Габдулла Тукай». Но некоторые понимали, что это не его стих, и прозвище Тукай уже прилипло ко мне. И спустя 135 лет со дня рождения поэта Тукаи и Габдуллы читают его наизусть. Dünyada көп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Наталья Мезина, Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Ильшат Мухаметов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 135-летие поэта отмечают во многих городах России и зарубежья. Как прошли торжества, в обзоре Светланы Звонаревой.
Московские татары сегодня собрались у памятника поэту, расположенного недалеко от татарского культурного центра столицы. На мероприятии, посвященном 135-летию Габдуллы Тукая, звучали стихи поэта, татарские мелодии. К подножию памятника все желающие смогли возложить цветы. В Санкт-Петербурге к памятнику великому земляку возложил цветы председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Он поприветствовал собравшихся от имени президента Рустама Минниханова и государственного советника Минтимира Шаймиева. Тукая до сих пор чтят, помнят, и я думаю, что так будет всегда. Потому что он заложил основы любви к родному языку, к обычаям, традицию каждого народа, уважительного отношения с русскими и другими национальностями, которые в многонациональной России проживают. В Набережных Челнах праздник поэзии начали воспитанники детских садов и ученики школ. Они запустили своеобразный флешмоб и прочли 135 стихотворений Тукая. Их поддержали артисты драмтеатра и показали праздничные представления. Если даже не любит, если даже не хочет, человека, если зайдет все равно слово «Тукай», она будет всегда жить. В Альметьевский памятник Тукаю стал творческой площадкой, где каждый пришедший нашел себе дело по душе. Здесь можно было послушать стихи великого поэта в исполнении школьников и артистов театра, а на мастер-классах сделать тюбетейку Батыра или написать картину по мотивам произведений Тукая. Это великий человек, великий писатель. Мы должны, татары особенно, должны этот пример брать. В Нурлате у памятника поэту наградили горожан, внесших вклад в сохранение и развитие родного языка и культуры. Среди них были и учащиеся школ. Мы с 4 класса принимаем участие в различных республиканских олимпиадах по родному языку, по татарскому языку, по татарской литературе. В Мамадыше праздник отметили большим концертом, главной темой которого стало творчество Габдуллы Тукая. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Рустам Минниханов сегодня провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Сейчас здесь работают 107 резидентов, реализуется 76 стартапов. Сегодня утвердили проекты 11 компаний с общими инвестициями более 3 миллиардов рублей. Будут созданы более 400 рабочих мест. Сегодня у президента Татарстана начались рабочие поездки по районам республики. Он знакомится с ходом весенне-полевых работ и состоянием дел в АПК. Сегодня Рустам Минниханов побывал в Арске и Тюлечах, увидел молочное такси для телят и новый цех по заготовке кормов. Юлия Гоголева расскажет, какие инновации удивили президента. Пожалуйста, мында уже экраннан қариялабыз. Это уникальный цифровой цех по заготовке кормов. Недавно он заработал в деревне Шатки. Сегодня производство презентовали Рустаму Минниханову. Сюда подходит трактор с кормосмесителем. Там уже солома, сено, сенаж, силос поставленный для каждой определенной группы рациона. Если сегодня основной корм не свой, то экономика у предприятия будет неважно. Поэтому основное, у нас все корма производятся на нашей земле. А это новый телятник, построенный для тех, кому не исполнилось и 2 месяцев. Инновации добрались и сюда. Молоко, которым кормят этих совсем еще маленьких буренок, должно быть строго определенной температуры, около 40 градусов. А раньше его приходилось постоянно подогревать, на это уходило время. Сейчас все гораздо проще. В помощь пришел вот этот современный аппарат под названием «Молочное такси». Самое главное, что он поддерживает нужную температуру и выдает определенное количество молока. Около 2 литров на одного теленка. Встреча президента с активом Тюлечинского района уже на поле. Краткий разговор о вакцинации. Рустам Минниханов уже привился. Далее вопросы о ходе весенних полевых работ. На большинстве хозяйств они идут по графику. По сравнению с прошлыми годами техники покупаем намного больше. Хозяйства Агролак, Август, Алан, Чулпан. Все они сегодня приобрели сельхозмашины на 175 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году. Мы заканчивали уже подкормку озимых, баранование, многолетних трав и осьмых. На сегодняшний день удобрения на пассивный хватает.
Местные аграрии обратились к президенту с просьбой продолжить программу поддержки ЛПХ. Раньше государство доплачивало фермерам за каждую корову. Рустам Минниханов о проблеме знает. С таким же вопросом сегодня к нему обращались жители Арского района. Держите на контроле. Я уже дал поручение Министерству финансов. Мы будем искать выход из этой ситуации. Думаю, что в мае уже найдем ответ на этот вопрос. В Арском районе аграрии рассказали президенту об обновлении автопарка. Только в этом году для сельхозработ здесь закупили 10 новых машин. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Татарстан. Казаньоргсинтез подвел итоги прошлого года. Выручка больше 62 миллиардов рублей, чистая прибыль свыше 8,5 миллиардов. Несмотря на пандемийный год, предприятие добилось положительного финансового результата. 2020 год начался с экономического кризиса в отрасли. Аномально низкие цены на нефть и сырьевые продукты привели к снижению мировых цен и на полимеры. Параллельный удар экономике нанесла пандемия. Оживление началось только во втором полугодии. Несмотря на все, Казаньоргсинтез добился положительного финансового результата. За 2020 год выручка от реализации товарной продукции составила 62,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль больше 8,5 миллиардов. Об этом сообщили на годовом общем собрании акционеров. За год предприятие произвело более 1 миллиона тонн продукции, поставив его на внутренний рынок и в 35 стран мира. Открыли и новые рынки – Алжир, Марокко, Вьетнам и Колумбия. Больше 480 миллионов рублей предприятие направило на охрану окружающей среды. Это на 4 миллиона больше, чем годом ранее. На итоговом собрании акционеры утвердили годовой отчет и финансовую отчетность. Здесь же избрали новый совет директоров. В Казани почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В сквере на пересечении Ямашева и Амирхана возложили цветы к памятной стеле. Затем состоялись благотворительные обеды для ветеранов-ликвидаторов. Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на атомной электростанции. Самая страшная техногенная катастрофа 20 века. В ликвидации аварии участвовали 3500 татарстанцев. В 2003 году ООН провозгласил 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий. Возвращаемся к главной теме выпуска – Дню родного языка. Солнце татарской поэзии сегодня озарило Казанский аэропорт. Здесь туристов встретили артисты Казанского института культуры. Воздушная гавань носит имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая и украшена в национальной стилистике. Как тукаевскую цель просвещать народ передают всему миру сегодня, давайте посмотрим. Мы встретили несколько рейсов из Москвы, из Санкт-Петербурга, более 300 пассажиров в сумме, которые аплодировали нам. И туантель, и матортель. Эткем энкемнен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Мы еще раз поздравляем всех с Днем родного языка и 135-летием со дня рождения Габдуллы Тукая. Это были новости Татарстана. До встречи в следующих выпусках. Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем. Мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби. Казаньоргсинтез – социально ориентированное предприятие, где забота о сотрудниках всегда стоит на первом месте. Достойные зарплаты, профилакторий, поликлиника, базы отдыха, бассейн и детский летний лагерь, вахтовые автобусы, столовые, кафе и магазины, программы обучения и улучшения жилищных условий. Здесь создают все условия для комфортного труда и высокого уровня жизни. Казаньоргсинтез – с заботой о людях. Все, что хочу, это Nissan за 980 тысяч. Все, что хочу, резину в подарок. Подробности 4 пятерки, 3 единицы.
Жить лучше значит достигать своих целей. Акбарсбанк рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше. Данила Мастер. Распродажа резных памятников. 202-38-32. Успейте купить сверхпрочные теплицы по зимним ценам. Усиленное основание, автоматический климат-контроль, двусторонняя оцинковка. Внимание, новинка. Теплица с открывающейся крышей. Волжские теплицы. Работаем с теплом. 558-11-08. Отдохни на майских праздниках в санатории Ливадия. Город Казань. 8 800 350 28 30. Покупаем здесь Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах Победа. Творог Любовья. 250 грамм 49,90. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Клиника варикоза нет на Достоевского. Скидка 50% на прием с УЗИ. 212 20 40. Все для пасхального десерта по выгодной цене в Находке. Изюм 1 килограмм покупай выгодно 99,99. Миндаль 150 грамм покупай выгодно 119. Творог Божья коровка 9% 500 грамм 89 рублей. Срок акции по 2 мая 2021 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте! В республику вернулась прохлада и пока не собирается покидать наши края. О погоде на вторник чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается переменная облачность, порывистый ветер и прохладная погода. Ночью 0, а днем около 9 градусов тепла. Не исключены небольшие осадки. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге преимущественно без осадков. Пока не настолько тепло, насколько хотелось бы. Поэтому не спешим убирать теплые вещи в шкаф. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Местами не исключен дождь. Прохладная погода сохраняется и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Местами небольшие дожди. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буимске переменная облачность. Местами также возможен дождь, плюс 10. Прохладный пасмурный атмосферный фронт прочно обосновался и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Температурный фон сохраняется пониженным. Порывистый ветер усугубляет ситуацию. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше. Это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Информация от БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт bti.rt.ru получите скидку 10%. О погоде в столице. В Казани во вторник переменная облачность, во второй половине дня не исключены дожди. Ночью около 2 градусов тепла, днем плюс 11. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы, магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. Удачного вам начала недели. До свидания.